По возвращению на родину казахи не целуют землю. Традиция аунау. У казахов есть понятие аунау – валяться. Есть и традиция с таким названием. Она связана с чувством любви к родной земле. Казахи очень привязаны к своей родине и краям, в которых они росли, а потому с любовью в своей земле связаны очень много пословиц и поговорок. Одна из самых популярных звучит так: «Кісі елінде султан болғанша, өз елінде ұлтан бол». Чем быть царем на чужбине, лучше на своей родине быть простолюдином. Когда казах долгое время живет вдали от родных мест, он сильно скучает и обычно произносит: «Туған жерге аунағым келеді», «хочу поваляться на родной земле». А если не знает, вернется или нет в родные края, в тоске повторяет: «Туған жерге бір аунасам арманым болмас еді». Не было бы у меня другой мечты, если бы я хоть раз смог поваляться на родной земле. Нюансы традиции. Когда после долгого отсутствия казах возвращается в родные места, свою любовь к ним он показывает именно традицией аунау. Для самого человека и присутствующих это очень волнующий момент. Человек ложится на землю и начинает валяться. Не лежит на одном месте, а именно катается по земле. И присутствующие зачастую символически ему помогают. Все вокруг выражают искреннюю радость, а потом вместе поднимают его и ведут к обильному дастархану. Близкие поздравляют сородича с возвращением и преподносят подарки. Так закрепляется воссоединение человека с родной землей. Другая грань. Этой традиции следовали и еще в нескольких случаях. Иногда человек желал совершать аунау в какую-то памятную для него местность. Тогда он приглашал в поездку своих друзей и родственников. Иногда о традиции вспоминали старики, особенно когда чувствовали приближение кончины. Они просили отвезти их в места своего детства и там совершали этот ритуал. Традиция в литературе. Известная поэтесса Мариам Хакимжанова вспоминает: в декабре месяца 1943 года состоялся первый республиканский аитыс казахских акынов во главе с Жамбылом, которому в ту пору было 97 лет. После окончания аитыса поэт Иса Байзакулы поехал с выступлениями по стране. Зима была очень холодной, Иса сильно простудился, но после войны не очень обращал внимание на болезни. Во время поездки в Талдыкарган он заболел так, что попал в больницу. Первый секретарь райкома Кокымов создал для него все условия. Через 1,5 месяца от Кокымова пришла телеграмма следующего содержания: «Акын Иса чувствует себя очень плохо. Мы отправили его в Алматы в сопровождении 2 человек. Мы встретили его на вокзале. Увидев, как нас много, он очень обрадовался и обратился со словами: «Дорогие мои, вы видите мое состояние. Амри был моим самым близким другом. Хочу в последний раз посетить его дом и совершить аунау. Прошу вас, отвезите меня к нему». Дом певца Амри Кашаубаюлы находился на улице Транспортной. На следующий день Акына положили в больницу. Недуг с каждым днем сокращал его жизненный путь. Акына часто посещали деятели искусства нашего народа, поэты и писатели, а также известные ученые. 3 сентября 1946 года сердце Акына Исы Байзакулы остановилось навсегда.